Письмо Абдульхакима Идриса, адресованное матери, с которой он не виделся с 2017 года, стало доказательством притеснений и преследований жителей Восточного Туркестана, заметно усилившиеся в последние годы. В письме мужчина вкратце изложил концентрационные лагеря и современные технологии слежки, ставшие частью системы тотального контроля. «Моя дорогая мама, в последний раз я слышал твой голос 25 апреля 2017 года. С тех пор прошло более 1000 дней. Я помню твой голос, как будто бы мы разговаривали сегодня, и помню твой плач. Не могу забыть, как ты была напугана. Я не забуду твой дрожащий голос, когда ты попросила меня больше не звонить». С этих слов начал свое письмо Абдульхаким Идрис. Несмотря на то, что мужчина не знал, что происходит в тот момент, было очевидно, что на его семью оказывали давление, из-за чего мать попросила сына больше не звонить. «Моя дорогая мама, я верю, что мы воссоединимся. Если не в этом мире, то обязательно в будущем». Этими словами мужчина завершил свое письмо. Деревня Остан-Бою, которая является одним из старейших исторических кварталов в округе Керия провинции Хатан и известная как фольклорный музей ульгуров, стала очередным традиционным достоянием, которого коснулся беспредел коммунистической партии Китая, намеренной уничтожить традицию и самобытность ульгуров. Всех крестьян, чьи жилища располагались вдоль реки, вынудили переселиться в многоэтажные дома. По сообщениям газеты «Синьцзянь» от 22 апреля, китайские туристические агентства подготовили план по освоению территории деревни. Китайцы, поселившиеся в исторической деревне, начали разрабатывать стратегию по привлечению туристов, превращению деревни в туристическую зону и даже прейскурант-услуг. Исследователь уйгурской культуры доктор Кахар Барат заявил, что, делая вид, что районы намерены превратить в центр туризма, Китай пытается скрыть беспредел и геноцид в отношении уйгуров и других тюрков. Правительство Малайзии осудило Китай после того, как китайское судно нарушило границы территориальных вод Малайзии в Южно-Китайском море. Стороны должны совместно работать для обеспечения мира, стабильности и безопасности в Южно-Китайском море, отметил министр иностранных дел Малайзии. Хишамуддин Хусейн сделал следующее заявление. «Будучи бывшим министром обороны, я прекрасно осведомлен о ситуации. Мы должны сторониться такого рода инцидентов. Наличие военных и других кораблей Китая в Южно-Китайском море может усугубить обстановку. Кроме стран региона, против претензий Пекина, который строит базы на спорных островах, выступает и США». Ведущие сенаторы и республиканцы обратились к руководству Организации Объединенных Наций с просьбой провести проверку Всемирной организации здравоохранения, которую Трамп раскритиковал за провал в борьбе со вспышкой COVID-19. Письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу направили Линдси Грэм, Митт Ромни и Тед Круз. Сенаторы предложили создать независимый комитет предпринимаемыми организацией для борьбы с эпидемией, оценки ее эффективности и возможной реформы. Президент США прекратил финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в недееспособности и прокитайской позиции. Сообщив, что в этом году уровень дефицита бюджета в соотношении валового внутреннего продукта может составить 5%, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что российская экономика теряет 100 миллиардов рублей в день из-за новых мер по борьбе с коронавирусом. В интервью российскому государственному телеканалу «Россия-1» Решетников оценил экономическую ситуацию страны. Россия теряет около 1 миллиарда 300 миллионов долларов ежедневно. Это огромный ущерб, который коснулся нашей экономики.